Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале Движение за независимость Саха. И сегодня я предлагаю тему для разговора – это протестный потенциал в Республике Саха. Конечно же, темой для разговора послужили последние протесты на Алтае. Как мы знаем, 11 и 12 июня на Алтае прошли очень крупные протесты против поправок в Конституцию. И на этих протестах выступала активистка алтайская, очень такая популярная, видимо, на Алтае, Аруна Алтай. Я предлагаю вообще посмотреть небольшой сюжет о том, что происходило, и об этом поговорить. Речь Аруны мы приводим полностью без изменений. Давайте посмотрим. Тысячи человек вышли в Горно-Алтайске на митинг против уничтожения сельсоветов. По оценке активистов, в митинге приняли участие около 4000 человек. Люди выходили с плакатами «Турчака в отставку», «Одноуровневой власти нет», «Мы против захвата земель олигархами», «Турчак и Прокопьев», «Чемодан», «Вокзал», «Магадан». Митинг прошел с разрешения властей. Наблюдались также перебои в работе интернета. А 12 июня жители Алтая перекрыли трассу в знак протеста против губернатора Турчака. Жители также протестовали против назначения экс-депутата Госдумы Александра Прокопьева на пост главы регионального правительства. Турчак назвал протестующих провокаторами, которые мешают покою духов священных мест. 2 участников арестовали на 13 и 14 суток. В апреле 2025 года в Конституцию Республики Алтай были предложены поправки, согласно которым из нее исключаются положения о целостности и неотчуждаемости. Жители республики обеспокоены тем, что Республика Алтай может лишиться своего республиканского статуса и быть присоединена к Алтайскому краю. Кроме того, планируемая реформа местного самоуправления предусматривает ликвидацию сельских советов и объединение муниципалитетов в округа, что вызвало опасения у местных жителей относительно потери контроля над земельными ресурсами и местными делами. На митинге выступила лидер народного сопротивления Аруна Алтай, молодая и энергичная активистка, возглавляющая общественное движение, направленное на защиту прав жителей Республики Алтай. Она активно участвует в организации протестов и акций, направленных на привлечение внимания к проблемам региона. Алтай стала известна благодаря своей решительности и способности мобилизовать людей для достижения общих целей. А знаете, почему мы пришли сегодня? Мы пришли сегодня, потому что мы понимаем, что это последний бой, практически последний бой нашего народа. И не только алтайцев, а именно всех народов, которые живут в Республике Алтай, да и в принципе в России. Потому что то, что происходит, беспределом, как беспределом назвать нельзя просто. Потому что мы, высказывая свое мнение мирно, законно, приходя, юридически грамотно, наказами, доводя до депутатов свое мнение, мы получаем что в ответ? Плевок. Это недопустимо. У нас по Конституции единственный источник власти в стране – это народ. Государство состоит из основных понятий, я вам скажу, народ и территория. Если нет территории, если нет народа, такое государство уже не существует. И сегодня я вижу, что этот процесс идет полным ходом. Сегодня в Республике Алтай мы видим, как у нас исчезает народ, люди уезжают из республики, потому что здесь не могут найти работу, потому что не могут здесь себя реализовать. И мы теряем территорию, и не надо говорить, что это продают местные. Да, продают, потому что бывает экономически тяжело, но это 20-30%, а 70-80% уходят либо через аукционы, либо инвесторам под их региональные инвестиционные проекты, как они называют. Вот куда уходит земля, а не мы с вами продаем ее. То количество невозможно продать. Нам сегодня говорят... Нам сегодня говорят, что единственная успешная политика, экономика – это инвестиционная. Посмотрите вокруг, в Республике Алтай, да вообще по России, кто-нибудь стал богаче? Кроме тех инвесторов, которые сейчас, я не знаю, миллиардеры, владеют практически всем, стал кто-нибудь богаче из-за этой инвестиционной политики? Так почему нам говорят, что это единственный выход развития Республики Алтай? Я с этим не согласна. Если мы видим, что у нас разрушается государство, если мы видим, что у нас разрушается
является Республика Алтай, согласно статье 59 Конституции, защита Отечества – это обязанность и долг гражданина, поэтому мы с вами исполняем закон. И сегодня нам нужно понять, что мы с вами не должны просто высказываться, просто здесь постоять и уйти. Нет, мы должны до конца добиваться своего, потому что пути обратно нет. И сегодня мы имеем на это право, я вам зачитала, согласно какой статье мы имеем на это право. И помимо наших высказываний мы делаем очень грамотный шаг. Мы собираем подписи под волеизъявлением, под наказами, потому что это юридические документы, которые на бумаге показывают, не просто на словах, на кухне, не просто видео, это все надо делать. Но это юридический документ, который можно приложить ко всем нашим заявлениям, ко всем нашим походам, к президенту, вообще к международным организациям, с подписями, на которых четко показано, что желает народ Республики Алтай. На сегодня стоит вопрос отставки Турчака. Мы прекрасно понимаем, кто это. Это человек, которого мы, я считаю, не выбирали, его назначили. Эта политика ведется по всей России. И мы тоже должны понимать, мы должны сказать Кремлю, что мы не согласны, чтобы нам назначали. Мы хотим своих управленцев. За Турчака в сентябре якобы проголосовало 55 тысяч человек. Это не вся республика. У нас избирателей 160 тысяч. Значит, 110 тысяч должно сказать нет этому Турчаку и сказать иди в отставку. И тогда это будет доказательством. Это будет прямым доказательством, что мы не желаем такого главу. Мы желаем своего главу. И наш глава может править так, чтобы можно было, чтобы наша республика процветала. Чтобы наша республика жила, не уничтожать сельские администрации, сельских депутатов, а наоборот, вдыхать жизнь в села, потому что это наша жизнь, потому что это залог будущего наших детей. И сегодня мы должны с вами четко для себя решить, что мы не ограничиваемся этим митингом. Мы будем идти до тех пор, пока наши требования не будут исполнены мирно, законно, но будем требовать и добиваться, и добьемся. Ну, надо сказать вообще о причинах, да, почему прошли протесты в Алтае. Тут, наверное, есть две причины. Первая – это упразднение сельских советов, то есть упразднение первого уровня муниципального самоуправления. И там не только сельские советы, да, не только советы в небольших поселках, там еще и городские поселения. То есть самая близкая власть к людям. Это администрация, это депутатские советы. Люди не хотят такого упразднения, потому что без власти, которая близка, решать вопросы на местах будет очень сложно. Особенно вот в таких регионах, как Алтай или, например, наша республика Саха, где большие расстояния от поселков до районных центров и очень плохое транспортное сообщение. Я не думаю, что на Алтае стоят, я не знаю, автобаны по немецкому типу, да. Я думаю, что у них ситуация примерно схожая с нами, ну, в плане отсутствия дорог. Вот, чтобы решить даже там какой-нибудь небольшой вопрос, очень простой вопрос, нужно очень далеко ехать, что и физически, и финансово очень затруднительно. Вот, вторая причина, ну, скорее всего, может быть, она символическая, да, в сельских советах или вот в небольших городах можно встретить главу прямо на улице. И люди лично знают и депутатов, и, значит, глав сельских советов, и глав этих поселений, да, и можно напрямую пожаловаться, напрямую можно влиять на решение. И, как правило, такие люди, которые работают на местах, выбираются, они работают на благо своих односельчан и чувствуют себя частью этого общества, поэтому они работают очень хорошо. Когда упраздняются сельские советы, вот такие, да, власть переносится на более высокий уровень, в районный или муниципальный округ, да, где глава и депутаты не могут быть местными, могут быть не местными.
да, скажем так, и конкретно, к конкретному селу они не имеют никакого отношения, и они не знают, что там происходит на местах, и они не знают, как такие вопросы даже решаются. Вот. Конечно, это отдаляет власть от людей, конечно, это вызывает недовольство. И там впервые за долгое время прозвучали политические лозунги. Люди потребовали отставки Турчака. Турчак назвал их провокаторами и сказал, что они нарушают значит, покой духов этих священных мест. На что ему ответили: ты вообще варяг, не примазывайся к нашим духам. Ну, не в таком роде, да. Вот, что на самом деле абсолютно справедливо. Ну и вот на фоне этих протестов хотелось бы сравнить протестный потенциал Алтая, например, да, и Республики Саха. Вообще, есть ли у нас в республике протестный потенциал? И когда он себя проявит, и что из этого может получиться? Почему нам важно об этом говорить? Потому что сейчас власть все больше и больше централизуется. Решения принимаются только на федеральном уровне. Наш Алексей Николаев никаких решений принимать не может. Это очень важно понимать. Ну, несмотря на то, что все национальные республики, в том числе и нашу республику Саха, называют периферией, но мы же никакая не периферия. Что значит периферия? У нас живут такие же активные, такие же люди, как, например, в Москве и в Екатеринбурге. У нас такие же проблемы. У нас тоже есть проблемы, да, и они порой даже а, имеют больше масштаб, чем в крупных городах. В крупных городах, например, в Москве не знают, что такое бездорожье. В крупных городах не знают, что такое северный завоз. Они не страдают от отсутствия лекарств, и они не страдают от отсутствия топлива или продуктов питания летом и зимой, да, ну там в разные периоды. Они от этого не страдают, так как страдают от этого жители Республики Саха. Поэтому очень важно сейчас нам говорить о наших людях. Вообще протестный потенциал это не только выход, протест это не только выход на улицы, да, такой открытый протест. Это еще может быть и скрытый протест. Мы говорим о готовности людей защищать свои интересы, о том, насколько напряжены отношения между обществом и властью. Э, Может быть, стоит говорить о перспективах диалога, вот. Но, скорее всего, в нашем случае стоит говорить о перспективах конфликта, потому что, как мы видим, диалога с властью никакого быть не может. Власть поддается только давлению со стороны общества. Власть поддается только тогда, когда она чувствует, что недовольство в обществе слишком высоко. Например, вот как с вырубкой леса в Алданском улусе. Посмотрите, суд принял решение о том, что эта компания «Ангара» вообще не будет работать на территории Республики Саха. Все контракты с нею разорваны на сегодняшний момент. У них остался последний суд, но вот, как мы знаем, по мнению общественника Афанасия Алексеева, никаких судов, скорее всего, больше не будет, потому что компания «Ангара», она уже выдохлась. Она уже, ну, скорее всего, не будет дальше продолжать эти судебные противостояния, это судебное. Вот, посмотрите, насколько сильно, насколько сильно было недовольство людей, и как власть, чувствуя, что есть, как власть, чувствуя, что до выхода людей на улицы осталось совсем немного, она пошла на попятную. Она смягчила решение о том, что будет вырубаться лес. Ну, в общем, не смягчила, отказалась от него, да, скажем так, скажем прямо. Вот. То есть давить на власть можно. Протест в республике есть еще раз, да, и он пока не открытый, он еще пока только скрытый. Вот. Власть понимает, да, если она будет игнорировать такие вещи, то будет социальный взрыв. Обязательно будет социальный взрыв. Недовольство не исчезает, если его игнорировать. Недовольство не исчезает, если власть будет делать, не исчезнет, если власть будет делать вид, что ничего не происходит.
Недовольство не исчезнет и в том случае, если власть будет открыто противостоять жителям республики. Тем более речь идет не о войне, да, не о мобилизации. Речь не идет о, я не знаю, чему там власть бывает недовольна. Ну, то есть не о поправках в Конституцию, не о свержении режима. Речь идет о вопросах экологических. А вопросы экологии власть обычно, если какие-то протесты происходят, если какие-то митинги идут, да, по вопросам экологии, власть их обычно пропускает. Смотрите, в Республике Алтай вот митинг 11 числа, он был разрешен. И, по-моему, 12 числа тоже. Но там людей каких-то скрутили, задержали и посадили там по 14 суток людям дали. Но тем не менее, этот протест власть разрешила. Ну и, в общем, можно ли провести вот такие параллели с Алтаем? В принципе, параллель провести можно. Алтай это тоже достаточно большой регион и достаточно малонаселенный. И тоже достаточно протестный. У них последние годы тоже очень сложно было проводить, назначать губернаторов. Люди протестуют против того, чтобы приходили назначенцы. Вот, а не те, не те, кого они сами выбирают. Вот. Наша же республика достаточно, имеет достаточно большой протест, большую протестную историю. У нас проходили акцию, значит, в поддержку ШИИСа. У нас проходили акции, значит, против мусорной реформы. У нас были акции против поправок в Конституцию, да, вот когда известное обнуление Путина произошло. У нас была большая акция, которую мы проводили против мобилизации. У нас очень крупная, одна из самых крупнейших акций в 2019 году протестная произошла в Триумфе. Вы все ее знаете. Вот. То есть мы все время протестовали. Но с 2022 года протестов у нас не было. Все перешло в скрытую форму. Все перешло в такую, да, скрытую форму, и протест качественно изменился, да, скажем так. У нас традиционно, ну, я думаю, так же, как и на Алтае, судя по тому, что 4000 человек вышло, у нас традиционно высокий уровень гражданской сознательности. Наши люди очень интересуются политикой. С чем это связано? Скорее всего, это связано с очень сильным чувством нашей этнической национальной идентичности. Вот, мы, наверное, одна из немногих республик, где у нас очень сильны этнокультурные сообщества, да, где мы очень с таким большим уважением относимся к своим традициям. Ну и наши люди привыкли к самообеспечению, то есть очень мало кто надеется на власть. Люди привыкли рассчитывать, очень часто они рассчитывают на себя. Это уже такая привычка. И в связи с этим, да, почему у нас протестное такое настроение в обществе всегда, потому что когда мы привыкаем рассчитывать только на себя, возрастает недовольство властью. Власть нам не помогает, нам приходится рассчитывать на себя. Вот, поэтому гражданское общество, оно такое, на самом деле, активное. И поэтому тоже. Вот. Почему еще? Потому что очень высока социально-экономическая напряженность. Да? Мы все время говорим о том, что у нас вот закрываются школы, не строятся больницы, нет дорог, в общем, зарплаты не растут, пенсии тем более. Вместе с тем растут цены, да, так же, как по всей России, но у нас еще дороже, чем во всей России. Вот, поэтому, да, люди часто-часто очень недовольны властью. Экологические тоже, да, проблемы. Людей волнуют, людей, тех, кто живет в Республике Саха, и тех, кто планирует жить в Республике Саха, и тех, кто знает, что их дети будут жить в Республике Саха, их очень волнует экологическое состояние. И поэтому у нас тоже очень экологические такие митинги проходили очень часто. Ну и очень активные
очень активно люди ведут себя в социальных сетях. Телеграм пишут многие открыто, что они думают. Не по поводу войны, да, по поводу войны высказываться нельзя, потому что мы все знаем, чем это чревато. Вот. Но по поводу остальных проблем, ну, опять же, школы, детские сады, там, медицина, дороги, это все, конечно же, очень активно обсуждается. И у нас очень активно обсуждается высказывания депутатов, к примеру, да, работа парламента. Все это выносится на открытое обсуждение. Люди привыкли, да, к тому, что все вот так открыто. Ну и скажу о том, что все-таки мы достаточно молодой, ну, по возрасту регион. У нас очень много молодежи живет. До 2015 года Якутск считался а, одним из самых молодых на Дальнем Востоке. Молодых людей до 35 лет было очень большое количество. Но я не думаю, что сейчас это состояние изменилось. Я думаю, что все-таки Республика Саха– это республика молодых людей. Поэтому люди очень активно... молодежь, как понятно, как мы знаем, она всегда активна была. Что может сдержать протест? Какие факторы сдерживают протест? Открытый протест с выходом на улицы сдерживает протест, во-первых, отсутствие гражданского такого лидера, народного лидера, активиста, да. Раньше это были, который бы вывел людей на улицы. Раньше это была Султана Баран. Она очень часто выводила людей на такие вот уличные акции, да. Акции у нас были, еще раз говорю, это поддержку Навального. Акция у нас была в 2000, по-моему, 17 году, когда ее задерживали, руки прочь от Алроса, когда последний раз продавали, да, отдавали федеральному центру. Акция у нас, она тоже проводила в поддержку Александра Габышева, нашего шамана. Ну и по поводу загрязнений тоже экологических, она тоже очень много проводила акций. Сейчас, в последнее время, такого человека, активиста, который бы вывел людей на протесты, нет, к сожалению. То, что там коммунисты выходят, это вообще, конечно же, не в счет. Коммунисты– это системная, значит, партия, такая называемая оппозиция, они всегда выводят людей на улицы. И эти протесты, они часто под собой не имеют они часто не имеют продолжения никакого политического. Вот. Анатолий Наговицын пытался людей выводить на протест. Но вот осенью он выводил людей на такой, или это зимой было, на протест против отмены прямых выборов мэра. Людей пришло, конечно же, не очень много, поэтому как бы никакого влияния на решение депутатов этот протест уличный не повлиял, не возымел. То есть, да, кто еще у нас там был, кто у нас еще протестовал? Ну вот, в принципе, и все. На акции протеста могли бы людей выводить Паскачин, Максимов и, например, Александр Иванов. Но, видимо, в планах у них нет людей выводить на акции протеста, потому что я не знаю почему, чего они боятся. Я думаю, что, скорее, ну, может быть, они боятся, как можно предположить, что людей будут задерживать. э, Людей будут задерживать, ну, людей в любом случае будут задерживать. И без акций протеста будут людей задерживать. Это тоже надо понимать, да? Но вот, тем не менее, да, они не выводят людей на протесты, они не зовут. Люди очень боятся. В последние годы огромное количество репрессий. Опыт Александра Габышева тоже очень многих напугал. Потом ситуация с Сашей Александровой тоже очень многих заставила, наверное, быть аккуратнее и с высказываниями, и вообще с любой гражданской активностью. Ну, это страх репрессий, да, страх репрессий. Потом административное давление. Каждый раз, когда кто-то какой-нибудь комментарий пишет, да, всегда возникает такая вот, ну, всегда люди пишут, что будьте аккуратнее, сами телеграм-каналы предупреждают, да, аккуратнее с высказываниями, или вот эти вот боты, скорее всего, пишут, да, да, мы тебя закроем, да, сейчас полиция приедет, да, ты тут разжигаешь рознь, мы тебя зададим. Конечно, все это вкупе, оно вызывает такой страх, да, что тебя сейчас схватят, в принципе, ни за что.
И все это может повлечь за собой серьезные последствия. От штрафов до, я не знаю, уголовных дел. Вот поэтому любого человека сейчас, насколько мы знаем, могут признать экстремистом. Да, поэтому люди, конечно же, побаиваются. Давление можно, мы знаем, что оказывается точечно и оказывается эффективно. Единственный, кто очень эффективно борется с таким давлением административным, это, наверное, Виталий Валерьевич Обедин, да, который все время судится и которому все время приходят полицейские. Ну, по крайней мере, приходили, когда он вел активную политическую деятельность. Ну и когда он не вел активную политическую деятельность, а просто был блогером и писал в своей тележке что-то, да, все равно к нему полиция приходила, составляла на него протоколы, то есть заставляла замолчать. Вот. Все остальные, мне кажется, просто не сталкивались с таким давлением административным и боятся столкнуться. Не хотят, видя как это происходит, как жестоко, да, и жестко, не каждый этого захочет, скажем так. Что еще тормозит? Культурный код терпения. Мы привыкли терпеть. У нас такие климатические условия. Мы не живем в наших климатических условиях, а буквально выживаем. Терпение – это такой выработанный веками способ адаптации. Вот. Легче сжать зубы и продолжить жить, да, даже если условия жизни как-то тяжеловаты, да, чем открыто высказывать свое недовольство. Ну, так это стратегия выживания, да, а не, ну, скорее всего, да, у нас такая стратегия выживания, да, очень много мы терпим. Слишком большой регион у нас, очень мало людей. Для того, чтобы собрать большой митинг, такой как в 2019 году, нужен очень сильный какое-то очень сильное эмоциональное событие, на которое просто откликнется, там, я не знаю, каждый человек. 10 человек не поедут, 2 человека обязательно придут на митинг, да. Как у нас было, вот, допустим, в 2019 году с этим миграционным протестом, митингом против миграции в Триумфе. Этот митинг такой в закрытый, да, в закрытом помещении показал, что мы на самом деле можем очень быстро самоорганизоваться. Очень быстро можем собрать такой многотысячный митинг, в чем в целом недовольны жители Республики Саха. Во-первых, несправедливым распределением природных ресурсов, снижением уровня жизни на фоне все повышающейся растущей инфляции. В-третьих, они недовольны коррупцией. Конечно же, коррупцией, о которой все время открыто пишут наши телеграм-каналы. И безнаказанностью чиновников. Все мы знаем, что чиновники, и горько об этом пишем. Вот то, что я читаю комментарии, конечно же, люди пишут за большой горечью, что опять эти чиновники останутся безнаказанными. И все время сравнивают, да, какие наказания, какие сроки и штрафы получают обычные жители Республики Саха, которые не близки к власти, и какие сроки и какие наказания получают чиновники, за которыми стоит целый чиновничий аппарат, за которыми стоит власть. И в-четвертых, это отсутствие, конечно же, политического диалога с властью. На самом деле, да, этот диалог и не нужен нам сейчас. Да, все должно быть, я придерживаюсь того правила, что все должно, чем хуже, тем лучше. Я все-таки придерживаюсь этого принципа. Чем хуже, тем лучше. Чем сильнее власть закручивает гайки, тем быстрее и ярче будет наш выход из состава Российской Федерации. Чем больше людей власть Кремль забирает на войну, тем быстрее Республика Саха будет выходить из состава Российской Федерации. Да, на самом деле это все связано. Чем сильнее Кремль давит на Республику Саха, ужесточает и законы, и правила, тем сильнее будет недовольство, и тем больше будет желание обрести независимость. Я все-таки в этом очень уверена. Поэтому, да, чем хуже, тем лучше для Республики Саха, для ее будущего. Ну и нету каких-то ярких триггеров, нету очень сильных поводов для того, чтобы возмущаться. Война
была ярким, сильным триггером. И тогда женщины вышли на протест. Когда мы их попросили, они вышли на протест. Вот. Сейчас пока таких сильных триггеров нет. Посмотрим, что будет дальше. Если, допустим, Путин объявит всеобщую мобилизацию, и на войну пойдут все от 18 там, до 70, тогда, может быть, будет еще один большой протест, один большой митинг уличный. Вот, ну, к примеру, да, что еще может вызвать? Опять же, может быть, преступление, совершенное мигрантам. Может быть. Может быть, какие-то, могут быть какие-то, может быть, рейды русской общины. Да, как это проходит в центре России. Ну и тоже в отдельных регионах мы слышим об этом. Пока русская община ведет себя скромно, никто на нее внимания не обращает. Ничего такого, что показалось бы оскорбительным Саха, они не делают. Но если они сделают, я думаю, что это вызовет массовый уличный протест. Пока это протестный потенциал скрытый, такой латентный, вялотекущий, но это еще хуже для властей. Поэтому, да, если вы не хотите открыто выступать, копите в себе злость, как я всегда говорю, копите в себе злость. Для того, чтобы, когда придет такой момент, всю эту злость выплеснуть наружу. Тогда будет, тогда ну, протест, не протест, тогда, когда будет смена власти, вот эта злость, которая накоплена годами и вырывается наружу, она приведет к более эффективному результату, более эффективному результату. Ну и что? Может ли протестный потенциал реализоваться у нас в Республике Саха? Я думаю, что может. Для этого есть все предпосылки. И власть как раз-таки работает, предпринимает все шаги в этом направлении. Она, во-первых, как я уже сказала, подвергает людей сильному давлению. Она показывает, что она будет применять жесткие очень методы наказания для тех, кто протестует. Вот, и когда человек все это в себе сдерживает, рано или поздно он вспыхнет, рано или поздно он эмоционально взорвется. Поэтому я думаю, что протестный потенциал в Республике Саха запросто может реализоваться. На этом у меня все сегодня. Всем спасибо за внимание. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте это видео, подписывайтесь на наш канал. И всем тем, большая просьба всем тем, у кого есть возможность, пожалуйста, поддержите наше движение. Все реквизиты для поддержки нашего движения и продвижения нашего канала есть в описании к этому видео. Вот. Всем спасибо большое. Увидимся уже на этой неделе. Спасибо.